вернется. Если кто-то надумает вернуться там или подумать, что это все как-то так по-другому. Дай, пожалуйста, свой комментарий. Ну, любой гражданин Казахстана, который против нашей власти, пророссийской, он уже враг этой власти. Не государству, а именно власти. Мы с Куатом, мы против России, мы за Украину. Наш незаконно избранный Такаев, он за Россию, естественно, мы его враги. Я, конечно, очень переживаю, и, конечно, бы хотелось бы, чтобы это была вообще абсолютная полная правда. Вот. Но мы надеемся на то, я надеюсь на то, что в Казахстане нашлись какие-нибудь, ну, условно, может быть, полицейские или КНБшники, которые, может быть, посчитали, что защита государственного казахского языка не является преступлением. Понимаешь? И они посчитали, что уголовное дело никак не может быть возбуждено ввиду того, что защита государственного языка это является приоритетом и главной целью вообще развития национального государства. Я считаю это вообще справедливо. То, что уголовного дела нет, либо оно закрыто. Ты бы как старший брат, как Мирам Ага, что бы советовал Куату? Ну, выждать, брать билет на самолет, лететь, ехать, брать велосипед. Ну, нужно ли сейчас? Это совсем свежее, 24.07. 2 недели, только 3 недели Да, прошло. да. Мы этот вопрос обсудим. Мы, говорится, не будем бежать как молодой бык. Обсудим внимательно, посмотрим. Дело в том, что с нашим пророссийским Такаевым шутить опасно не потому, что он сам по себе опасен, а потому, что он опасный предатель. Надо посмотреть, надо подумать, как говорится. Но мы обязательно, как мы сегодня говорили, ты же сегодня писал, мы обязательно втроем прилетим в Казахстан. Но лично я прилечу уже после победы Украины над Россией, смены режима. А Куат уже имеет право, оказывается, он давно имел право прилететь в Казахстан и быть там. Но Куат, понимаешь, он не из тех, у него не тот характер, чтобы приехать в Казахстан и жить спокойно, тихо. Они могут позволить себе, если Куат приедет, будет сидеть тихо, заниматься своими делами. Ну, не тот характер у Куата. Поэтому надо подумать. Мирам, и еще один вопрос. Смотри, хронология событий. Засудили захватчиков аэропорта, да, Айгерим и компанию. Потом такое, ну, резонансное событие. Потом такой шок для нас всех националистов, освобождение Ермека Нарымбая. Потом вот докопались до дела Куата. А может уже